Свою поездку в Якутск Юрий Трутнев начал с центра «Мои документы». Здесь ему рассказывают, как идет реализация второго этапа закона о дальневосточном гектаре. На сегодня в Якутии уже подано почти 6 тысяч заявок. Это треть от общего числа на Дальнем Востоке. Вице-премьер приятно удивлен и предлагает поделиться опытом. Вот мы сейчас с Егоровым начали разговаривали. Он приглашает в Якутию. Вот давайте мы, может быть, в первом квартале следующего года здесь проведем совет глав и заодно покажем, как работать надо по дальневосточному гектару на примере Якутии. Ладно? Следом делегация отправляется в индустриальный парк Ангаласы. Его резиденты демонстрируют вице-премьеру свою продукцию. К примеру, котлы длительного горения. В суровых условиях Якутии вещь незаменимая. У сельского человека появилось много свободного времени. Не каждые 2 часа ходить, а сутки 24 часа. Там. Конечно. Скандинавской ходьбой начали заниматься. Да. А это экспериментальная круглогодичная теплица республики. Реализацией проекта занимаются якутские и японские инвесторы. Выращивать овощи, когда на улице мороз за минус 30, не решался никто. Теперь уже к Новому году отсюда соберут первые 1,5 тонны томатов. Сейчас в теплице выращивают пока только томаты. В 2018 году к ним добавятся огурцы и зелень. Ожидается, что в ближайшее время объемы получаемой продукции будут исчисляться сотнями тонн, а выручка составит 3,5 миллиарда рублей. На данный момент в торг Ангаласы работают 10 компаний. Они инвестируют в экономику Якутии более 2 миллиардов рублей и трудоустроят свыше 230 человек. Ожидается, что до конца года здесь будут запущены еще 3 новых проекта. Что, мне кажется, еще более важным, есть 23 новых заявки. То есть территория опережающего развития востребована, людям она нужна, она помогает создавать новые рабочие места, новую продукцию. Ну и теплица, конечно, тоже хорошо. Мы посмотрели там экономику. Экономика получается такая, что овощи получаются дешевле, более чем в 2 раза. Хорошая история. О территориях опережающего развития говорили и в Нерюнгри, где вице-премьер побывал накануне. ТОР «Южная Якутия», по словам Юрия Трутнева, находится на старте. Уже определены первые резиденты. Еще 8 изъявили желание. Список открытый, и сегодня уже желающие, уже другие, которые будут добывать полезные ископаемые, другие, которые занимаются инфраструктурой, они будут привлечены. Есть идеи, есть желание. Поэтому я думаю, что мы с вами с уверенностью можем сказать, что до того, как снег растает в Якутии в этом году, мы уже точно будем знать параметры начала реализации Южной Якутии. Будет принято решение правительства Российской Федерации, и мы будем Южную Якутию наконец развивать. Проводя совещание по транспортной схеме региона, Юрий Трутнев заявил, что не все средства, которые передавались из программы Дальнего Востока, дошли до адресата. Он пообещал разобраться с финансированием соответствующей федеральной программы. А если ситуация не разрешится, доложить лично президенту. Дмитрий Макаров, Леонид Иванов, Роберт Набиев. Вести. Якутск.